Башкортостан впервые в истории вошел в топ-10 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Республика закрепилась на 9-й строчке и поднявшись с 16-го места по итогам прошлого года. Такие данные президенту России Владимиру Путину сообщили в Агентстве стратегических инициатив. Можно ли это считать прорывом и как комментируют власти, обсудим вместе с доктором экономических наук, директором Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета Константином Гришиным. Константин Евгеньевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. По вашему мнению, можно ли это считать прорывом? Я считаю, что 9-я позиция в рейтинге ОСИ – это существенный успех, это серьезный показатель успешности той экономической политики, которая реализуется новой командой. И этот успех, он не просто подтверждается позицией в рейтинге, он реально подтверждается конкретными цифрами. Мы видим за 2019 год у нас существенный прирост инвестиций. И как раз давайте я о них скажу. В 2019 году прирост инвестиций составил 13,6%. В 2020 году республике удалось увеличить вложения до плюс 18%. Да, это такие яркие показатели, что в принципе позиция в рейтинге соответствует реальному положению дел. Кроме того, еще мы знаем, что сейчас подведен итог рейтинга административного давления, который рассчитывается аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателя в Российской Федерации. Да, и там Республика Башкортостан тоже заняла 11 место. Это, я считаю, тоже существенный успех, потому что индекс административного давления, он показывает состояние институциональной среды. То есть для инвестора очень важны правила игры в регионе. То есть по каким правилам он будет вести в бизнес. Если инвестор видит, что бизнес или правила ведения бизнеса в регионе обеспечит ему достаточную рентабельность осуществления предпринимательской деятельности, он заходит в тот или иной регион. Нужно отметить, что вот по индексу административного давления наш традиционный партнер и регион, с кем принято нас сравнивать, Республика Татарстан, находится в группе Б. То есть занимает, по-моему, 40-ю позицию. И в этом плане, я считаю, что на текущий момент институциональная среда в нашем регионе достаточно привлекательна с точки зрения ведения бизнеса. Вы сказали, что есть правила игры, по которым понимает инвестор, заходить ему в тот или иной регион, а их 85 у нас в России или нет. Вот как вы можете охарактеризовать ситуацию с этой точки зрения в Башкортостане и как мы выглядим на российской карте? Вообще, в целом, вот с моей точки зрения, а мы проводим соответствующие исследования, институциональная среда в Республике Башкортостан именно в части ведения предпринимательской деятельности, она в последнее время неуклонно совершенствуется. Да? Здесь я хочу отметить, что в практику у нас в республике введены новые институты. Вот так называемые инвест-часы. Да? Это фактически новый институт, который в принципе уже доказал свою эффективность. Почему он доказал свою эффективность? Вот мне хочется отметить, что в настоящее время, да, но пока инвестиционная деятельность регулируется, так скажем, в ручном режиме. То есть еще в целом это не только проблема, свойственная для Республики Башкортостан, это проблема, свойственная для всех, для подавляющего числа регионов Российской Федерации. То есть механика такой автоматической реализации, если можно так назвать, инвестиционного проекта, она не отработана. И на текущий момент времени именно использование ручного режима работы с инвестором, прежде всего, конечно, с крупным инвестором, эта практика себя оправдала. Я считаю, что вот инвестиционные часы, которые проводит Аради Фаридович Хабиров, это очень интересный и, самое главное, эффективный инструмент. Второй инструмент, который, я надеюсь, уже в ближайшее будущее докажет свою эффективность, это институт бизнес-шерифов. Да? В принципе, это та же практика тех же инвест-часов, только на муниципальном уровне. Да, пока так. Пока в ручном режиме, но на текущий момент времени по-другому делать, наверное, нецелесообразно.
Как вы можете прокомментировать такую практику? В Башкортостане есть 5 территорий опережающего социально-экономического развития и особая экономическая зона Алга, которая также при содействии федеральных властей у нас появилась в республике. Как вы можете прокомментировать с этой точки зрения инвестклимат? Ну, вы, наверное, понимаете, да, что ТОСРы, что особые экономические зоны, это так называемые, вот как мы их называем, это искусственные предпринимательские экосистемы. Там создается режим максимального, насколько это позволяет действующее законодательство, благоприятствования. И поэтому практика открытия вот этих территорий опережающего развития, они у нас приоритетно открываются именно в моногородах, то есть тех населенных пунктах, которые имеют проблемы с точки зрения экономического развития. Я считаю, что этот инструмент, он должен сработать в пользу развития вот тех обозначенных территорий. Более того, при правильной постановке дела данные инструменты могут послужить так называемым мультипликатором для развития соседних территорий, которые находятся рядом с городом, в котором была открыта зона территории опережающего развития. Что касается особой экономической зоны, то это, ну, с моей точки зрения, это серьезный и политический, и прежде всего экономический успех. Как известно, особая экономическая зона, она дает возможность заводить достаточно крупных инвесторов на территорию республики и создавать им достаточно приемлемые с институциональной точки зрения условия осуществления бизнеса. Но я считаю, что место для расположения особой экономической зоны выбрано очень удачно. Очень удачно. Мы тоже в своих исследованиях анализировали расположение особых экономических зон в других регионах. Да? Вот с точки зрения логистики здесь мне представляется очень удачное местоположение, что вот дает основание с большим оптимизмом смотреть на перспективы развития этой зоны, использования этого инструментария. Но безусловно, что ну и плюс структура, согласитесь, там есть и агропромышленный сектор, есть текстильная промышленность, там всего 4 направления, если не ошибаюсь. Да, да, там очень... Нефтехимия и 4-й запамятовал я. Ну, сейчас на память тоже не скажу, да, но с точки зрения, так скажем, именно расположение по отношению к тем или иным промышленным объектам, агропромышленным предприятиям, конечно же, здесь безусловный плюс. Я вот говорил о логистике. Там хорошая и транспортная доступность, хорошие возможности для развития инженерной инфраструктуры. Тем более, и вот буквально на днях принято решение о том, что федеральный центр при определенных условиях может компенсировать республике или региону, в котором создается особая экономическая зона, часть затрат, понесенных в связи с построением инфраструктуры ОЭЗ. Поэтому я считаю, что данный инструмент, ну, в определенной мере все-таки сыграл в плюс с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности нашего региона. Глава Башкортостана Ради Хабиров говорил также о потенциале республики, о том, что он еще не исчерпан. Это первое. И второе, что все-таки у Башкортостана стремление попасть в топ-3, в топ-5 среди всех российских регионов. Как вы считаете, вот это такие амбициозные цели, насколько тяжело они будут осуществимы в текущих экономических реалиях? Но, конечно, эта задача нелегкая. Нелегкая, да, потому что там в конкурентах достаточно сильные регионы с сильными командами, которые четко представляют себе стратегию развития, да, в том или ином направлении. Уточню, первые 3 позиции в рейтинге: Москва, Татарстан, Тульская область. Да, да. На протяжении нескольких рейтингов, да, вот, ну, Татарстан, он с самого начала в топ-10 находился. Москва. Да, и Москва, да.
Первая ее позиция была, по-моему, 10-я, а сейчас она уже, видите, там в первой тройке. Да. Это серьезные конкуренты, да. Но с моей точки зрения, вот если тот темп, то направление, тот, так скажем, задел, который в принципе сейчас взят на вооружение новой командой, мне представляется, что данная задача вхождения в топ-3, она решаема. Да. Ну и задача ведь не только просто войти в этот рейтинг, но и подтвердить свою позицию в этом рейтингом реальными экономическими достижениями. И, кстати, если коротко, скажите, пожалуйста, каждый житель Башкортостана может почувствовать приход инвестиций в республику и каким образом, если коротко? Но, в принципе, у инвестиций много функций. Одна из этих функций – это обеспечение роста доходности, в том числе населения. Потому что инвестиции имеют такой мультипликативный эффект. Они вытягивают за собой развитие смежных отраслей и так далее. Там рост заработной платы обеспечивают в смежных отраслях. Вот хотя бы по этому направлению, конечно же, жители нашей республики могут испытать на себе благоприятное влияние привлекательного инвестиционного климата. Спасибо вам большое. Я напомню, что гостем программы интервью был кандидат экономических наук, директор Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета Константин Гришин. И мы говорили о состоянии инвестиционного климата в Башкортостане. Оставайтесь на БСТ.